Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о массовом неповиновении сотрудникам полиции. Я понятия не имею. Я стоял с женой. Ногой ударили в лицо. Чтобы утихомирить шумную компанию, в одном из дворов Казани пришлось вызывать спецназ Росгвардии. Вылетел с дороги и врезался в столб. Она била за него, по-моему. Да, и на очень большая скорость. Один человек пострадал в крупной аварии на улице Вахитова. А также приготовили преступление. Они так быстро-быстро и так угрожали. Дубинка тоже на руках была. Вот один вот так держал. Вот так. Двух друзей поваров обвиняют в ограблении. Это и не только. Прямо сейчас. 11 человек задержали этой ночью на улице братьев Касимовых по подозрению в неповиновении сотрудникам полиции. Стражи порядка вызвали местные жители. Им спать мешала нетрезвая компания молодых людей, слушавшая громко музыку во дворе. Но люди в форме вызвали у них только агрессию. К тому же численный перевес был на стороне нетрезвой компании. Поэтому полицейским пришлось срочно вызывать подмогу. Чем все закончилось, знает Нафиса Минязова. То, как полицейские пытались утихомирить бурную компанию, сняли на камеру своих мобильных телефонов местные жители. Стражи порядка на место вызвали жильцы одного из домов на улице братьев Касимовых. Им мешала спать громкая музыка, которую слушали мужчины во дворе. В качестве источника любимых композиций нетрезвых молодых людей выступали акустические системы двух автомобилей – «Лада» 14 модели и «Фольксвагена». Позже выяснилось, что мужчины отмечали день рождения одного из них. Когда на место прибыл один экипаж ППС, полицейские сделали отдыхающие компании замечания. Но реагировать на него спокойно парни не захотели и стали размахивать кулаками. А когда на место стражи порядка вызвали подкрепление, компания разбежалась по подъездам. Искали их приехавшие на помощь полицейские, росгвардейцы и сотрудники ГИБДД. Дебоширы вывели из подъезда на улицу. Именно здесь дальше уже происходила вся основная потасовка, где они накинулись на сотрудников полиции. У одного из них оторвали даже жетон и погон. Но и на этом молодые люди не остановились. Они душили стражей порядка. Ответная реакция полицейских была соответствующая. 11 человек задержали и в позиции, в которой сопротивляться не особо удобно, стали рассаживать по автомобилям. Осознав последствия, молодые люди стали доказывать, что не виноваты. Я ни при чем, ребята. Самым активным был этот мужчина. Объяснение, почему весь в крови, у него было два. Очень высокое давление, из-за чего из носа пошла кровь, и избиение. Уверяют, его били ногами по голове. Я понятия не имею. Я стоял с женой. И они просто подбежали и избили меня. Просто, сами видите, результат на лицо. А чем вас били? У вас прям... Ногой ударили в лицо. У меня давление 200 на 120. Я очень больной человек. Мужчина был уверен, просто оказался с супругой не в том месте, не в тот час. Однако стражи порядка считают, что именно он и был инициатором драки. Внимание экипажу, кто задействован на проспект 22-7. Все движемся в отдел полиции номер 8 группки. 11 задержанных доставили в отдел полиции. В отношении всех составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. И не только. Также материалы для принятия процессуального решения по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителей власти» и статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти» будут направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан. Если их вина будет доказана, им может грозить вплоть до 10 лет реального лишения свободы. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. Вылетел на тротуар и врезался в столб. Таковы последствия столкновения BMW и Hyundai Solaris на улице Муланура-Вахитова. По предварительной версии, обе иномарки ехали в одну сторону. За рулем корейской иномарки находился гражданин Египта. Как он уверял автоинспекторов, водитель BMW стал обгонять его справа, задел и на высокой скорости вылетел в столб. У водителя немецкого автомобиля была совершенно другая версия причины аварии. Обе стороны выслушала Айгуль Бадрутдинова. Сразу после аварии на место происшествия прибыли медики, но пострадавшего им пришлось искать. Водитель самостоятельно выбрался из разбитой БМВ и ушел на поиски записей с камер видеонаблюдения в ближайшие магазины. Фельдшеры оказали ему помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался, так же, как и рассказать, как он врезался в столб. Как авария произошла? Расскажите, пожалуйста. Вас подрезали или как? Гораздо разговорчивее мужчина стал после того, как на место происшествия приехали автоинспекторы. Отказать в объяснении им он не мог. Он поворачивает этот поворот,
Я в него, получается, и сюда улетел. Мужчина объяснил сотрудникам ГИБДД, что правил не нарушал. По его словам, водитель Hyundai Solaris, уроженец Египта, его подрезал, начав поворачивать направо совсем не из крайнего ряда. Машины столкнулись, и немецкую иномарку после удара выбросило с дороги прямо в мачту освещения. Однако водитель Hyundai и его друзья-иностранцы уверены, что мужчина за рулем BMW обгонял их справа, причем на высокой скорости, за что сам и пострадал. Она била за него, по-моему. Да, и на очень большая скорость. После столкновения водитель Hyundai проехал дальше, а затем вновь вернулся на место столкновения. Кто из них прав, а кто виноват, предстоит установить автоинспекторам. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. К 1,5 годам лишения свободы приговорили 21-летнего Марата Абдуллина из села Мензелинского района, который в октябре с ножом напал на девушку-таксиста в Автограде. По материалам уголовного дела он приставил нож к горлу автоледи, стал требовать деньги и угрожать расправой. Но она не растерялась, убрала руку дебошира, клинок выпал, и девушка закрыла нетрезвого пассажира в салоне. Затем на место прибежали и очевидцы. Парня задержали и сегодня признали виновным. Вооружившись ножом и дубинкой, напали на продавщицу и ограбили один из магазинов на улице Габишева. В этом обвиняют 2 молодых людей. По версии следствия, 24-летний Дмитрий Потапов и 25-летний Ильнур Габдрахманов 9 августа уже 4-й день отмечали именины одного из них. В какой-то момент у них созрел план ограбления, и они пошли его воплощать в жизнь. В результате продавец магазина в больнице, а злоумышленники украли более 13 тысяч рублей. О старте процесса Нафиса Минязова. В прекрасном расположении духа молодые люди заняли скамью подсудимых. На ней сегодня 24-летний Дмитрий Потапов и 25-летний Ильнур Габдрахманов. До задержания молодые люди работали поварами-сушистами в разных кафе Казани. 9 августа они уже 4-й день отмечали день рождения одного из них. По материалам уголовного дела в алкогольном опьянении они забежали ночью в круглосуточный магазин на улице Габишева и стали угрожать продавщице и требовать деньги. Она сказала, так не делайте, пожалуйста. Но они так вот так быстро-быстро и вот так угрожали. Дубинка тоже на руках была. Вот один вот так держал, вот так. А он не дубинки. К преступлению, по словам сотрудницы торговой точки, парни подготовились. Сначала разведали в лакомом месте обстановку. Зашли сперва, узнали, где находится камера. Потом мы знали, что они первое посмотрели, где находится камера. Так. А потом 2-й раз зашли уже так не показали нож. Затем, вооружившись ножом и дубинкой, ограбили магазин. Забрав из кассы 13 500 рублей, 1 бутылочку шампанского и 5 пачек сигарет, нападавшие скрылись. Но далеко бежать не стали. Они зашли в ближайший торговый центр, где купили пиццу и еще 1 бутылочку спиртного. Но отпраздновать успешное ограбление они не смогли. Их задержали сотрудники полиции. Остальные деньги парни выбросили прямо на глазах у стражей порядка. После задержания полицейские выяснили, что молодые люди уже не раз были судимы за мошенничество и незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков в крупном размере. В этот раз уже их обвиняют по новой статье. Органами следствия данные действия были квалифицированы по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня в суд явились и потерпевший продавец магазина, который после случившегося еще неделю лежал в больнице, и администратор торговой точки. Но, несмотря на это, выяснилось, что стороны были оповещены о старте процесса не в установленные законом сроки, а это 5 дней. Слушание дела отложили на 24 января. Срок заключения под стражу у подсудимых заканчивался, и поэтому гособвинитель просил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. Парни были не против. Арест продлили еще на 3 месяца до 19 марта 2020 года. К слову, если вина молодых людей будет доказана, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Нафиса Минязова, Игорь Романов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.